بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله والله والله والله. Пока не начал, приносим, конечно, извинения. Мы приглашали гостя Зайнулла Ажи, бывший имам центральной мечети города Махачкала. Он обещал прийти вот в последний момент, вот час назад он написал, у него серьезная причина получилась, поэтому он не смог приехать. Иншаллах, обещал на следующий раз приехать. Поэтому сегодня я проведу этот маджлис, иншаллах. Следующий раз тоже через 2 недели можно будет, иншаллах. Не следующий, а через 2 недели, пятницу, то как раз вот такое время можно будет еще один такой маджлис сделать, иншаллах. Сейчас, в общем, мы по одной теме начнем, иншаллах. Долго тоже, заранее говорю, долго тоже задерживать не будем. Если вопросы будут, можно и потом и вопросы тоже задавать. Иншаллах, у нас сегодняшняя тема будет не раскрывать, скрывать чужие тайны. Очень нужная, очень необходимая, очень актуальная тема на сегодняшний день, потому что очень часто бывает, если кто-то что-то сказал, тебе отдельно, обязательно потом это третий узнает, потом четвертый и потом весь мир. Поэтому это раскрывать чужую тайну является грехом. Об этом есть аят и есть хадисы пророка алейхиссалату вассалам, где пророк алейхиссалату вассалам и сахабы своим примером показали, как они скрывали и не раскрывали чужие тайны. Иншаллах, сейчас мы в дальнейшем приведем. В первую очередь Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим, «Ва ауфу бил ахди, фа инналь ахда кана мас'уля». И вы выполняете обещание, поистине об этом завтра судный день будет спрошено. Также есть хадис пророка алейхиссалату вассалам от Абу Саидин аль-Худри радийаллаху анху, قال Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама. Без микрофона лучше или этим? Нормально? Или слишком громко? Нормально? Инна мин ашарри наси инда Аллахи манзилатан яума ал-киямати ар-раджула юфди иля ал-мар'ати ва туфди илейхи thumma яншуру сирраха. Пророк алейхиссалату вассалам говорит: самый худший человек возле Аллаха завтра судный день — это какой человек? Это человек, который раскрывает тайну, то, что было между мужем и женой. То есть муж раскрывает тайну, то, что было между ними. Также, конечно, разницы нет, это касается и жены. То есть самый худший человек возле Аллаха — это человек, который раскрывает тайны, семейные тайны, которые было между мужем и женой. Сейчас, иншаллах, хочу привести хадис пророка алейхиссалату вассалам, как сахабы, как они пророка алейхиссалату вассалам, то, что им тайно сказал, отдельно сказал, как они это старались не говорить, как они старались это скрывать. Хадис приводит Абдуллах ибн Умар, сын Умара ас-Саба радийаллаху анху, Абдуллах. أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال إلى آخر الحديث. Это длинный хадис, иншаллах, я сейчас дальше хадис, общий смысл этого хадиса расскажу. Умар асхаб говорит, когда дочь Умар асхаба Хафса осталась без мужа, то есть умер муж Хафсы во время сражения Ухуд. Хунайс бин Хузафа ас-Сахми был мужем Хафсы. Он получил рану во время сражения Ухуд. Потом он, когда мусульмане обратно вернулись в Медину, он умер. И Хафса
получилось, осталась вдовой. И Умар Асхаб, радиаллаху анху, говорит: я встретил Усмана ибн Аффана, Усмана Асхаба. Это, получается, третий халиф. Первый после пророка, алейхиссалату вассалям, халифом был Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, потом Умар, радиаллаху анху, потом Усман, радиаллаху анху, и четвертый Али. Мы знаем Абу Бакр, Умар, Усман, Али. 4 праведных халифа. Вот Усман ибн Аффан, его встретил, говорит, и предложил ему Умар Асхаб, говорит, сам отец предлагает Усман Асхабу, чтобы он взял дочь в жены. И говорит: я сказал: инши это анкахтука Хафсата бинта Умар. Если ты хочешь, я выдам за тебя Хафсу, дочь Умара, то есть свою дочь имеет в виду. Усман Асхаб, говорит, отвечает: я, говорит, подумаю, и ушел. Прошло несколько дней, говорит, и потом, когда обратно встретил его, он мне сказал, говорит: сейчас в данный момент, говорит, у меня нету намерения жениться. Не из-за того, что Усман Асхаб, радиаллаху анху, не хотел взять Хафсу, а в общем у него не было в тот момент намерения жениться. Потом Умар говорит: я встретил Абу Бакр Сиддика, радиаллаху анху, и сказал: если ты хочешь, я выдам за тебя Хафсу, дочь Умара. Опять ему тоже предлагает свою дочь. А тогда Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, ничего не отвечает, просто повернулся и ушел. И Умар говорит: я, говорит, еще больше разозлился на него, чем на Усмана тоже, говорит. Даже ничего, говорит, не ответил. И потом, говорит, сам пророк, алейхиссалату вассалам, пришел, говорит, и засватал Хафсу, и, то есть, и женился, взял в жены Хафсу, сам пророк, алейхиссалату вассалам. И после этого, мы же знаем, Хафса, получается, жена пророка, алейхиссалату вассалам, дочь Умара Асхаба, радиаллаху анху. И после, говорит, я встретил опять Абу Бакра, говорит, Умар Асхаб. И Абу Бакр ему говорит: наверное, ты на меня разозлился в тот день, когда я тебе ничего не ответил. Я, говорит, сказал: да, я на тебя разозлился, говорит. И Абу Бакр говорит: причина того, что я тебе не ответил, не из-за того, что я не хотел взять ее в жены, а из-за того, что я знал, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, упоминал ее, то есть хотел отдельно, Абу Бакру говорил о ней, что хочет ее взять. И я не хотел раскрывать тайну пророка, алейхиссалату вассалям, говорит. Поэтому я промолчал и ушел. И если бы, Абу Бакр говорит, если бы пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не взял бы ее, я непременно сам взял бы, говорит Абу Бакр Сиддик. Вот это, то есть, как сахабы, вот этот пример, да, между собой, какое у них отношение было. Как то, что пророк, алейхиссалату вассалам, отдельно сказал, вот это, чтобы не раскрывать тайну пророка, алейхиссалату вассалам, хоть в убыток себе, Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, он же знал, когда так поступал, что Умар Асхаб, радиаллаху анху, разозлится на него. Хоть так, Абу Бакр Сиддик не стал раскрывать тайну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, ему отдельно сказал. И из-за этого хадиса мы еще, что понимаем, нету ничего постыдного в том, чтобы, у нас как-то это, может, некрасиво выглядит, но в общем, если по исламу, по шариату, и в общем взять, нету ничего постыдного, если у нас есть дочь или же сестра, разницы нету, если мы видим хорошего молодого парня, богобоязненного, религиозного, если мы первым сами предложим, чтобы взяли жену, нашу дочь или же нашу сестру, разницы нету. В этом, то есть по шариату и по исламу, и поступать таким образом, ничего постыдного нету, потому что мы видим вот историю вот праведных халифов, как между ними это было.
Потом еще одна история, еще один хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Этот хадис приводится от Аишата, радияллаху анха, жена пророка, алейхиссалату вассалам. Калат, она говорит, кунна азваджу набии, саллаллаху алейхи вассалам, индаху, فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي إلى آخر الحديث. Тоже длинный хадис. Я смысл этого хадиса, иншаллах, расскажу. Мы, Аиша говорит, жены пророка, алейхиссалату вассалам, сидели все. И пророк, алейхиссалату вассалам, тоже был там. Пришла, говорит, Фатима, дочь пророка, алейхиссалату вассалам. Аиша рассказывает, увидев, как Фатима, то есть ее ходьбу, я сразу, говорит, про себя сказал, как же ее ходьба похожа на ходьбу пророка, алейхиссалату вассалам. То есть это же дочь, конечно, дочь будет похожа или же на мать, или же на отца. То есть вот эта ходьба даже дочери пророка, алейхиссалам, Фатима, Аиша заметила, что очень похожа на ходьбу пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, увидел свою дочь Фатима, как она зашла, пророк, алейхиссалату вассалам, поприветствовал ее, сказал, мархабан би ибнати, приветствую мою дочь. Так, хошкеллинг, вот так поприветствовал пророк, алейхиссалам. Потом усадил ее или же справа от себя, или же слева, то есть рядом. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, отдельно прошептал ей, но то, что пророк, алейхиссалам, сказал ей, другие вот жены, которые были там, пророка, алейхиссалату вассалам, они не слышали это. Отдельно Фатима сказал что-то. И Фатима тогда начала плакать. Увидев состояние своей дочери, пророк, алейхиссалату вассалам, второй раз отдельно прошептал, и тогда она улыбнулась. И Аиша рассказывает, это же хадис приводит Аиша, жена пророка, алейхиссалату, она тоже видит же это все, все то, что происходит. После того, как пророк, алейхиссалам, ушел, стал говорить, ушел, и вот женщины, когда там отдельно остались, я, говорит, спросила, пророк, алейхиссалату вассалам, отдельно что-то сказал тебе, и ты начала плакать. Потом, второй раз ты начала улыбнуться, ты улыбнулась. Что случилось? Что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал? Фатима ответила, «Ма кумту уфши аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма сирраху». Я не стану раскрывать тайну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть это то, что отдельно пророк, алейхиссалам, ей сказал. Она говорит, я не стану раскрывать тайну пророка, алейхиссалату вассалам. Она не стала никому это говорить. Потом, после смерти пророка, алейхиссалату вассалам, Аиша же это не забыла, она все это помнит. Аиша одна из женщин, которые самые много привели хадисы пророка, алейхиссалату. Она была очень умной, очень мудрой, у нее была очень хорошая память. Вот этот хадис тоже от Аишата. И есть очень много хадисов, которые приводятся от Аишата, от жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от Аишата. Потому что она была очень мудрой, умной, и хорошая память, и ильму, знания тоже были у Аиши. Она это не забыла. После смерти пророка, алейхиссалату вассалам, она пошла к Фатиме и опять спрашивает об этом. Фатима говорит, «Аммаль ана фанаам». Что касается сейчас, говорит, я расскажу. То есть уже после смерти можно рассказывать. Я говорю, сейчас это расскажу. И она рассказывает, первый раз, когда пророк, алейхиссалату вассалам, отдельно прошептал мне, он, говорит, сказал, «Инна Джибриля кана юаридуху ал-Кур'ана фи кулли санатин марратан ау марратайни». Поистине Джибриль год один раз приходил к пророку, алейхиссалату вассалам,
и обучал Корану. То есть пророк, алейхиссалам, читал ему, учил Корану. Ангел Джибриль читал, пророк, алейхиссалам, слушал. Пророк, саллаллаху алейхиссалам, читал, ангел Джибриль слушал. И вот этот год, говорит, это последний год жизни было пророка, алейхиссалам. Ангел Джибриль, Джабраил, пришел, говорит, 2 раза. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, сказал, и я думаю, говорит, это, что приблизилось мое время ухода от этого мира. Фаттакиллаха васпири. Ты проявляй бойся Аллаха, говорит, дочери пророка, алейхиссалам, и проявляй терпение. То есть, когда это случится, ты проявляй терпение. Фаиннаху ни'ма салафу ана лаки. И то, что я ухожу раньше тебя, это лучше для тебя, говорит. И я начала плакать, говорит. И вот это, когда пророк, алейхиссалату вассалам, увидел, 2 раз то, что пророк, алейхиссалату вассалам, мне прошептал, он, говорит, сказал, «Я Фатимату, ама тарудайна ан такуни сайидата ниса или муминин». О, Фатима, говорит, не будешь ли ты довольна быть госпожой женщин мумина? То есть госпожа всех женщин. В другом риваяте упоминается госпожа женщин всей уммы. Сайидата ниса и хадихил умма. Тогда, говорит, я улыбнулась. Вот это тоже пример, как вот эта Фатима, она повела себя, то, что пророк, алейхиссалату вассалам, рассказал отдельно, она не стала сразу всем говорить, каждому, когда спрашивает сразу. Нет, что из-за того, что это тайна, из-за того, что пророк, алейхиссалату вассалам, если бы это бы не было тайной, пророк же, алейхиссалату вассалам, там же были все остальные. Он же не стал бы отдельно ей рассказывать. Если бы пророк, алейхиссалату вассалам, хотел бы, чтобы и все другие тоже это узнали, пророк же, алейхиссалату вассалам, сам там же рассказал бы всем. Нет, пророк, алейхиссалату вассалам, значит, в тот момент, именно в тот момент хотел, чтобы это знала только Фатима. И вот эта Фатима не стала никому рассказывать. И только после смерти пророка, алейхиссалату вассалам, она рассказала. Еще один хадис, это последний хадис у нас, от Анаса, радийаллаху анху, каля. Здесь, пока этот хадис не расскажу, раз начал, да, первым хадис расскажу. От Анаса, каля, ата алейя Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма, ва ана ал'абу ма'ал гильмани. Ко мне, говорит, пришел пророк, алейхиссалату вассалам, когда я играл с детьми. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, переселился в Медину, мы же знаем, Анасу было 10 лет. Он был ребенком. 10 лет. И Анас до смерти пророка, алейхиссалату вассалам, служил пророка, алейхиссалату вассалам. Если какая нужда, если надо принести воду для омывения, если нужно что-то делать, пророк, алейхиссалату вассалам, ему говорил, или же сам Анас служил пророка, алейхиссалату вассалам, по нуждам пророка, алейхиссалату вассалам, все выполнил Анас ибн Малик. 10 лет, пока пророк, алейхиссалату вассалам, был в Медине, и пока он не покинул этот мир. Он же ребенок, он играл с другими детьми. Анас рассказывает, когда я играл с детьми, пророк, алейхиссалату вассалам, пришел, говорит, и сказал, дал мне салам, всем нам дал салам, и отправил меня по нужде. Из-за этого я задержался и опоздал, говорит, домой к матери. Когда я пришел, она спросила, говорит, ма хабасака, почему ты задержался? Я сказал, говорит, Анас, ба'атани Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ли хаджатин. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, отправлял меня по своей нужде. Она спрашивает, мать, у сына, ма хаджатуху, какая нужда была у пророка, алейхиссалату вассалям? Для чего он отправлял? Я, говорит, сказал, иннаха сиррун, это, говорит, тайна. Сейчас сын
не рассказывает матери, вот это то, что пророк, алейхиссалам, отправил, значит, это было отдельно то, что пророк, алейхиссалам, была тайна, которой не надо было в тот момент никому рассказывать. И когда вот так сказал сын Анас ибн Малик матери, как думаете, как ответила мать? Как ответила, обычно мы бы как поступили? Ну ничего, я никому не расскажу, давай, сын, мне расскажи, между нами это останется, я никому не буду говорить. Наверное, некоторые подумали, так она ответила. Она ответила: «Ла тухбиранна бисирри Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям ахадан». Если это тайна, тайну пророка, алейхиссалату вассалям, не рассказывай никому. Даже мне. И никому не рассказывай, говорит. Анас говорит, этот хадис, Анас рассказывает кому? Сахабу Табиту. Табиту рассказывает этот хадис после уже. И «Валлахи, лау хаддату бихи ахадан, ла хаддатука бихи я Табит». И Табиту говорит: «Валлахи, если бы я кому-то рассказал бы это, я бы непременно и тебе рассказал бы это». То, что было вот эта тайна. Поэтому есть очень много пользы из этих хадисов. Можем взять, к примеру, такой случай может быть. Дай Аллах, конечно, чтобы не было. И, конечно, в любом месте шайтан свою работу тоже делает. Муж с женой, к примеру, я первый хадис говорил, то, что было между мужем и женой, ни в коем случае нельзя говорить. Бывает, муж с женой ссорится, бывает, доходит до развода уже. Дети бывают между ними. Когда уже доходит до развода, уже то, что было, в большинстве, то есть если быть объективными, в большинстве бывает со стороны жен начинает уже рассказывать то, что, не знаю, 10 лет назад уже то, что было 15 лет назад, все вспоминать, весь архив поднимается и начинает хаять, к примеру. Ты это не делал, ты то не делал, это... конечно, бывает и со стороны мужа тоже бывает у мужчин, то есть обвинения, ты так и так далее. На самом деле, если чуть-чуть сабру сделать, подумать, эта женщина тоже, хоть она для тебя жена, но для твоих детей она является матерью. И также разницы нету. Для женщины это муж, но для ваших детей это отец, самый близкий человек, и отец, и мать, самый близкий человек. На самом деле, для жены самый близкий человек это муж, а для мужа это мать. Когда пророка, алейхиссалату вассалам, спросили самый близкий смысл, для жены кто будет? Муж на первом месте. Хоть отец, мать живы, на первом месте, пока не выдадут замуж, родители. После того, как вышла замуж, муж самый близкий человек. А для мужчины самый близкий, пророк, алейхиссалам, спросили, мать на первом месте. Но, здесь что? Если даже можете подумать, как это говорит, для женщины муж, а почему не для мужчины, не жена? Чуть-чуть, если сабру сделать, женщина, иншаллах, родит сына, этот сын будет для тебя, то есть самым близким человеком. Поэтому бывает, например, группы, WhatsApp-группы, скажем, где кто-то что-то говорит. И это не обычная рассылка или видео общем полезное, которое можно везде рассылать. Это одно. Не тот случай. А случай, когда кто-то что-то сказал, такую вещь, которая должна остаться внутри этой группы. Это он или она, разницы нету, говорит только тем, которые в этой группе находятся. WhatsApp, к примеру, аудиозапись сделал. Это амана.
И это как бы группу говори, потому что сейчас вот это WhatsApp, соцсети, это все распространено. Разницы нету, к примеру, в одной комнате, в общем, или женщины, или мужчины сидят, там что-то рассказали, вот это то, что там было, между ними разговор, это амана. Ни в коем случае то, что там было, никто не имеет права другому говорить без разрешения хозяина этих слов. И поэтому вот эти слова, то, что, к примеру, да, в этой группе были сказаны, вот эта аудиозапись, если мы без разрешения хозяина, мы куда-то другое место, хоть отдельно личку кому-то мы отправляем, и если мы знаем, что хозяин этих слов не хотел бы или не хотела бы, разницы нету, чтобы эти слова, кроме как в этой группе, никто не слышал, мы что делаем? Мы хиянат делаем. То, что амана, доверенная, мы хиянат делаем. Это тоже очень важная вещь. Это нашей теме касается, разницы нету. Поэтому это так очень много бывает. Бывает, в группе что-то сказано, и везде начинает эта аудиозапись гулять. Вот так круг делает, и тебе проходит обратно. Ты так-то говорил. И бывает очень много случаев, это смуты приводит, фитна приводит. Если даже про кого-то, про чего-то что-то сказали, про твоего близкого человека, может быть так. Ну, оставь это, наоборот, сделай маслахат, наоборот, отдельно ей, как бы, скажи, объясни, напиши, или там позвони, скажи, лучше так не делай, лучше так не говорить, чтобы дальше, наоборот, этот калмаур, чтобы дальше не было, не распространялось, наоборот, то есть, когда очаг, пожар начинается, когда она вот только начинается, лучше, легко бывает тушить этот пожар. А когда мы еще туда бензин наливаем туда, она еще больше разгорается. И потом очень трудно бывает, пожарных приходится звать. Дай Аллах нам тауфик, я Аллах, чтобы мы вот как сахабы, как жены пророка, алейхиссалам, как дочери пророка, алейхиссалату вассалам, как жены сахабов, разницы нету, очень много примеров есть у нас от них брать, чтобы Всевышний Аллах пусть укрепит наш иман, я Аллах.